Заман хайыр олсын ГРТ каналында Гагаузия күн-күнден программасы бән оның götürücüsü Марина Топал. В научно-исследовательском центре прошел научно-культурный форум, приуроченный к 85-й годовщине памяти выдающегося сына гагаузского народа Михаила Чакира. Сегодня у нас в студии один из организаторов данного форума, исполняющий обязанности ученого-секретаря НИЦ Гагаузии имени Марии Маруневич Виталий Бойков. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо. Михаил Чакир – учитель и священник, оставивший свой неизгладимый след в просвещении гагаузов, а также в изучении их истории. Одновременно с этим он внес особый вклад в развитие духовной жизни и других этносов, которые проживали на территории Бессарабии. Обладал ораторским искусством, выступал за сохранение и использование кириллицы в молдавском языке, занимался архитектурой, был требователен не только к себе, но и к своим близким окружающим коллегам. Создал первое периодическое издание на гагаузском языке, и все его заслуги можно перечислять и перечислять. Сегодняшний научно-культурный форум в первую очередь был посвящен ему. Завтра исполняется 85 лет, как его не стало. Расскажите подробнее, как прошел форум, кто принимал участие. Да, то, что вы перечислили, это, как говорится, все о нем. Единственное, что не неизгладимый след, а внушительный след. То есть это неизгладимый, когда хотят убрать, а оно остается. А здесь получается, что как раз то, что было дано нам и продолжает развиваться, оставаться, влиять на нашу реальность, помогать проецировать свои действия на будущее во благо культурного развития, во благо национального развития, во благо построения гармоничного, позитивного общества и настроя в обществе. Это все, как говорится, да, действительно о нашем, как говорится, выдающемся сыне гагаузского народа Михаиле Чакир. При этом он является, как вы правильно отметили, выдающимся просветителем молдавского и гагаузского народов. Перечень его работ, трудов можно, как говорится, перечислять еще не одну минуту. Это займет много времени. Этому посвящены целый список работ и статей, посвященных Михаилу Чакиру. И желающие ближе с ними ознакомиться всегда могут это сделать, обратившись в любую из региональных библиотек, так как научно-исследовательский центр еще ранее выпустил совместно со своими партнерами целый ряд книг, которые перечисляют те работы, которые были изданы, статьи, которые были изданы Михаилом Чакир в области истории, этнографии, лингвистики, разговорной речи, традиций и так далее и тому подобное. Сегодняшнее мероприятие стало именно, как говорится, данью памяти этому выдающемуся человеку, ставшему в хорошем смысле слова культовой личностью для гагаузов, для истории гагаузского народа, для построения, скажем так, проецирования будущих путей развития культуры гагаузского народа. Это имя уже прочно вошло в историю, и его деяния, начинания, конечно же, откладывают не свой невидимый на первый взгляд и одновременно с тем положительно неизгладимый след на все эти действия и начинания. Сегодняшнее мероприятие было проведено по инициативе и при участии НИЦ Гагаузии с таким партнером, как Камрадское благочиние. Михаил Чакир, как и гагаузский народ, неразрывно связаны с христианством, с христианской религией и с православной церковью, очень тесными узами. История гагаузского народа на протяжении многих столетий перекликалась с историей развития православной церкви в регионе, у нас в Буджаке, на юге Бессарабии. А если говорить о Михаиле Чакир, то его жизненный путь – это, в принципе, вся сознательная жизнь связана с сотрудничеством с православной церковью, во благо народа, во благо общества.
На территории автономии и сегодня православная церковь играет значимую роль в вопросах морального воспитания, построения отношений в обществе, принятия решений. И это на фоне тех событий, которые имеют место быть сегодня в мире, является, я считаю, все-таки положительным, позитивным моментом. Почему? Потому что еще наши предки, будучи, попадая в трудные ситуации, не зная, что делать, всегда оглядывались на то, как поступали их предки. И в отличие от истории развития социума, история развития церкви, она более статична. То есть она не меняется так быстро, не принимает поспешных решений. Изменения, которые происходят в церковной структуре и в церковных традициях, они очень постепенные и выверенные. С одной стороны, это минус, как некоторые считают политики, что не успевает церковь подстроиться под изменяющиеся быстро интересы общества и цели. С другой стороны, это залог того, что не будет сделано каких-то опрометчивых шагов, которые могут повлечь непоправимые последствия. И вот, памятуя об этом и понимая это, научно-исследовательский центр и Камрадское благочиние, как говорится, не могли не пройти мимо того, чтобы отметить такой день в истории культуры гагаузского народа, как отдать дань памяти выдающемуся ее представителю Михаилу Чекиру. Мероприятие, к счастью, с Божьей помощью, как говорят батюшки, удалось. Мне кажется, достигло поставленных целей и задач. Прозвучало очень много новой интересной информации о Михаиле Чекир, о его биографии, о жизненном пути. Были сделаны определенные достижения, озвучены в области изучения наследия Михаила Чекира, его издательской деятельности. Приняли участие в мероприятии представители научного регионального сообщества, национального регионального сообщества. Были наши партнеры и гости научного сообщества из центра Молдовы, из города Кишинева. Приняли участие представители клира Камрадского благочиния, представители педагогических сообществ региона, представители музееведов, библиотекарей, одним словом, творческая интеллигенция региона и страны. Несмотря на то, что площадка была по объему, может быть, не столь велика, приняли участие около 50 человек, гостей, участников было на мероприятии. Телевидение это освещало, в новостях должно было это уже прозвучать, или прозвучить, по крайней мере. Что хочется отметить? Сегодня, не сегодня, а в этом году получается такое интересное совпадение дат, цифр, событий. Отмечаем 85 лет памяти Михаила Чекир, и в этом же году исполняется 25 лет Кагульско-Камрадской епархии. Я не зря начал говорить, что христианская религия и православная церковь стали сотрудничество с ними стало судьбоносным для гагаузского народа, для Михаила Чекир, стало частью их исторического пути. И, конечно же, такое событие, как 25 лет Камрадско-Кагульской епархии, не могло пройти бесследно, об этом нельзя было не сказать, не отметить. И вот тут получилось так, что, по мнению организаторов, это было бы, и, наверное, так и получилось, что успешно сочетались эти два события в одном мероприятии. Потому что были представители клира, были представители светского общества, которые выступили с докладами на различные темы и одновременно с тем дополнили друг друга. Потому что, говоря о Чекире, нельзя говорить о моральных аспектах. Говоря о деятельности церкви, также нельзя не сказать об этом. Камрадское благочиние, еще юбилей Камрадского благочиния, история его, несмотря на то, что она столь молода, моложе, чем история современной Гагаузии, тем не менее, этот юбилей и история Камрадского благочиния и Кагульско-Камрадской епархии отражают те исторические события, что имели место в истории гагаузского ренессанса. Это период в истории культуры гагаузского народа, в истории гагаузского народа, который приходится на конец 80-х, 90-е годы прошлого столетия, когда история и общество дает такое количество личностей, которые мы сегодня знаем, энтузиасты, патриоты своего народа, одаренные личности в тех или иных направлениях и сферах, которые смогли дать импульс, такой толчок к
культурному развитию гагаузского народа, становлению современной гагаузской государственности. Происходило это становление гагаузской государственности не на фоне становления современной молдавской государственности. Мы знаем, что после распада СССР, Советского Союза, происходит становление национальной государственности на всех национальных окраинах бывшего Советского Союза. Молдова не стала исключением. Молдавские законы, когда было объявлено о независимости Молдовы, да, старое молдавское правовое поле прекратило, в принципе, свое существование. Стали создаваться, писаться новые законы, отвечающие статусу независимого молдавского государства. И вот эти процессы происходили у гагаузского молдавского народа параллельно. Имели место, мы знаем все прекрасную историю 90-х, и негативные моменты, имели место и позитивные. Но это нормально, это процесс становления, строительства, роста. Слава Богу, что все закончилось мирно, и есть примеры для подражания, и примеры для того, чтобы, как говорится, находить точки соприкосновения, опоры, идти, развиваться дальше мирным путем и строить планы на будущее. И вот история камрадского благочиния и Кагульско-камрадской епархии, они тоже отражают тот период. Почему? Потому что первый документ о образовании религиозного церковного сообщества на юге Молдовы под эгидой Молдавской митрополии и Московской патриархии приходится как раз на 1998 год. Летом, в июле, по-моему, месяце, происходит такое событие, как принятие законодательного документального акта, подписанного патриархом Московским, о создании здесь, на юге Молдовы, сначала Кагульско-Каушанской епархии. Как видим, несмотря на то, что Камрад и населенные пункты Гагаузии входят в состав этой епархии, не фигурирует такая ключевая точка административно-политическая на карте Молдовы, как Камрад. Спустя год, в 1999 году, это обстоятельство привело к тому, что делается новая попытка переструктурировать административное устройство православной церкви на юге Молдовы. И Кагульско-Каушанская епархия переименуется в Кагульско-Лопушнянскую епархию. Вопрос остается все равно нерешенным, и он требует разрешения. И, наконец, уже в 2004 году издается высший указ, подписанный патриархом Московским всей Руси, о создании, переименовании Кагульско-Лопушнянской епархии в Кагульско-Камрадскую епархию, каковой сегодня она и является. И действительно, если сейчас уже, как говорится, спустя несколько лет можно сделать предварительный анализ ситуации, то мы видим, что статистика, озвученная сегодня выступающими на памятном мероприятии представителями клира, говорит нам о том, что камрадское благочиние, православные приходы на территории Гагаузии, они составляют довольно-таки солидную часть всех православных приходов Кагульско-Камрадской епархии. И никак нельзя обойти этот факт стороной. Важным событием стало и то, что в 2003 году и ранее даже появляется, у нас есть документы, которые представили, что признано и функционирует такое внутреннее образование Кагульско-Камрадской епархии, как камрадское благочиние. Это своего рода автономная такая часть Кагульско-Камрадской епархии, объединяющая под своим единоначалом православные храмы Гагаузии и соседнего Тараклийского района. И если взять статистические данные, то видно, что это район наиболее массовый по числу приходов, по числу священнослужителей, которые задействованы и, скажем так, входят в состав этого административно-территориального, если можно применить это к церкви, такой термин, образования в составе Кагульско-Камрадской епархии. Вот таким вот образом получается, что история церкви отражает историю современного общества, которое развивалось по новому пути после распада Советского Союза. Сегодня актуальный подход комплексный к решению и изучению любой проблемы. Однобоко нельзя подходить ни к какой ситуации. И вот это изучение церкви, истории церкви на современном этапе со временем станет базовым для тех, кто будет дальше изучать историю нашу, как историю прошлого.
Поэтому, конечно же, с этой позиции очень важно, что ведутся исследования. Есть люди, которые занимаются этой проблематикой, описывают ее, пишут статьи, издают монографии, которые посвящены анализу ситуации и запечатлели в истории и на страницах исторических изданий, документальных изданий вот эти вещи, вот эти факты и события. Духовное развитие социума, безусловно, очень важно, и вы это отмечаете, и мероприятие было направлено на то, чтобы поднять актуальные вопросы, связанные с духовно-нравственным развитием. И также на мероприятии было отмечено, что молодые люди сегодня мало знают о Михаиле Чакире, о том, как строилось, как развивалось вот это вот духовенство у нас в Молдове, в Гагаузии. Это такое упущение школьной системы, университетской системы. Есть ли в научно-исследовательском центре проекты, которые направлены на то, чтобы молодых людей больше просвещать, информировать об этом? Мне понятен ваш вопрос, спасибо. Ну, скажу сразу, что вопрос незнания, они не то, что не знают, а хотелось бы, чтобы знали больше, скажем так. Почему? Потому что сказать о том, что не знают, мы не можем по одной простой причине, что вот сегодняшнее тоже мероприятие показало это. Выступили наши коллеги, преподаватели из единственного в стране носящего имя Михаила Чакира колледжа Камрадского и поделились опытом из своей работы, показав, что тема роли личности в истории и в воспитании полноценной гармоничной личности может проходить в контексте примеров личности, биографии Михаила Чакира. И оно это активно муссируется и используется на воспитательном пространстве. То есть студенты, выпускники Камрадского колледжа имени Михаила Чакира, выходя из его стен специалистами, получая диплом, уже знают о нем, проходя соответствующие дисциплины даже в области педагогики. И, соответственно, они являются носителями этой информации, будут сеять это светлое, и эти зерно знаний, и дальше, уже на уроках, будучи сами, выступая в качестве преподавателей. Я заявил на конференции, может быть, это звучит как-то банально заезженно, но тем не менее, я думаю, что на сегодняшний день, когда происходит смена ценностей так часто, быстро, и, к несчастью, иногда происходит развороты резкие на 180, то есть сегодня черное, завтра белое, это напоминает бег на месте, деструктивно где-то. Поэтому проведение таких мероприятий и вычитывание, проговаривание роли, значимости Чакира и морального воспитания на конкретных примерах в событиях и фактах, оно сегодня является по новой актуальным. Чем больше мы будем проговаривать об этом чаще, даже пускай вот идет эфир, идет недельный, месячный эфир, на примере компании ГРТ, раз в месяц, вот на фоне других интересных передач, пускай не совсем для молодежи интересные передачи или цикл передач по Михаилу Чакиру. Тем не менее, приглашая, как вы это делаете, представителей различных социальных сфер для участия в этих передачах, услышат, увидят. 10 из 100 услышат, увидят, уже они не останутся совсем равнодушными и пустыми. У них в сознании что-то отложится. Они будут ассоциировать, ага, Чакир, ага, гагаузы, ага, культура. То есть уже позиционно мы можем выстроить в их сознании определенную цепочку взаимосвязей, которые из временных может превратиться в постоянные. И тут важно такой вот, как говорят священнослужители, принцип, что задача церкви, они являются ловцами душ человеческих. То есть спасая хотя бы одного из 100, мы уже совершаем важный для общества поступок, потому что, понимая роль личности в истории, можем надеяться, что этот один потом спасет 1000. То есть, исходя из этого, я считаю, что пришло такое время, что необходимо иногда все-таки проговаривать эти вещи. Ведь если взять современное социально-политическое пространство, то происходит, в принципе, муссирование. Мы видим 100 новостей об одном и том же негативном поступке. Хорошо. Чем будет хуже или чем принесет вред, если мы будем слышать 100 новостей о одном хорошем поступке, пускай не каждый день. То есть получается, на фоне этого негатива даже капля нейтрально-позитивного сегмента, она способна, наверное, где-то
помочь. Люди тоже устают от этого негатива. И если раньше бывало, да, действительно происходит и развитие социальное, и общественное волнами, и смены приоритетов происходит моральных в обществе очень, очень быстро. И если раньше больше было, скажем так, в эфире передач, посвященных именно этой тематике, немножко иногда они звучат, может, скучновато для молодежи. Это надо признавать, что молодежь сегодня стремится к современным технологиям, к различным современным носителям, используют часто гаджеты, не телевидение, Facebook и другие страницы в социальных сетях. Мы просто должны использовать эти сети, говорить с ними ихним языком. И тогда будет все нормально, я считаю. Но проблема остается. Хотя думаю, что сегодня жители автономии, молодые жители автономии, они знают довольно-таки много о Чакире, и многие. И сказать, что существует вакуум, нет. Предстоит и действительно стоит делать много. Но тут важно понимать силу примера. То есть насколько мы, поколение более старшее, представители культурного слоя, официально признанные представители региона и страны, представители руководящих слоев общества своим примером могут это все показывать и быть проводниками этих ценностей. Другой вопрос, что, наверное, надо пережить это время. Каждому поколению выпадают свои испытания, и здесь важно не обязательно сегодня и сейчас побороть. Важно не потерять иногда то, что мы имеем, чтобы потом было с чего продолжить. И вот в этом плане я думаю, что важно, что мы проговариваем такие вещи. Молодежь, да, и научно-исследовательский центр старается сохранить эти темпы и старается вовлечь и стать доступной площадкой, интересной площадкой для молодежи. У нас есть определенные начинания, которые мы применяем в области развития и совершенствования технологий преподавания гагаузского языка, разрешения сфер гагаузского языка. Это применяется и технология и в изучении истории родного края. Используем новинки при организации выставок, экспонаций в историко-культурном центре имени Степана Топал, когда любой студент, любой учащийся, даже дети, которые приходят на экскурсию в музей имени Степана Топал, могут подойти к существующим выставленным экспонатам, приложить свой смартфон с функцией считывания QR-кода и просмотреть вживую информацию о том или ином предмете, о том или ином событии, о той или иной личности. И детей это, да, иногда получается привлечь. Вы стараетесь разговаривать их языком, совершенно языком, верно. Да. То есть есть способы. Единственное, конечно, что сейчас время такое, что все меняется, развивается быстро и упирается, к сожалению, очень часто иногда и в понимание финансовой составляющей, как вы понимаете. То есть идей начинаний много, и что-то вот сказать прямо, что сильно нам что-то мешает, нет. Мы знаем иногда, что нам надо. Но иногда видим и понимаем, что, наверное, надо подождать, потому что имеют место какие-то вещи, которые носят не локальный, а региональный характер. События в соседней стране, события, связанные с недавно прошедшей пандемией. То есть это все вносит корректировку в нашу реальность. Иногда стараемся, как говорится, относиться к этому с пониманием и выходим на энтузиазме. В свою очередь хочу тоже добавить о том, что общественный канал ГРТ ежегодно транслирует с архива цикл программ, которые подготовлены, посвященные Михаилу Чакиру, его работам, его деятельности. И постоянно мы тоже в эфирах говорим об этом. То есть мы не забываем и стараемся тоже привить молодым людям вот эту любовь к своему краю, к истории, потому что историю нужно знать для того, чтобы у нас было будущее. Да. На форуме также состоялась презентация сборника материалов, посвященной тоже памяти Михаила Чакира. Что это за сборник и чьи материалы туда Да, вошли? я вас услышал. Да. Я, кстати, захватил с собой, как говорится, только с мероприятия к вам. Да. Это вот такой сборник. Мы видим вверху на титульной странице эмблема Молдавского госуниверситета. Хочу сказать, что мы сотрудничаем с Молдавским госуниверситетом не первый год, и у нас есть реализованные проекты. В частности, как я уже сегодня говорил, в 2021 году в автономии этот год был объявлен годом Михаила Чакира. Были проведены ряд мероприятий, и эти мероприятия были проведены не только у нас, но и за пределами. В последние
годы научно-исследовательскому центру удалось добиться многих вещей, которые изменили, наверное, можно сказать, статус региональной науки, регионального научного сообщества, вывели их на республиканский уровень. В частности, на титульной странице указано 8 сентября 2021 года, то есть ровно 2 года назад, совместно с метрополией, молдавской митрополии, при участии коллектива преподавателей Молдавского госуниверситета в храме Сретения Господня, который находится в городе Кишиневе, во внутреннем дворике центрального корпуса Молдавского госуниверситета. Чем примечателен этот храм? Это храм, в котором в межвоенный период, в годы жизни, Михаил Чекир прослужил более 30 лет. И служба в этом храме, конечно, считается почетной. Настоятель этого храма, представитель Молдавской митрополии, отец Октавиан Мошин, был у нас в студии, тоже по нашим приглашениям у вас в студии, поздравлял гагаузов с Пасхой пару лет назад, делает тоже много, как говорится, совместных акций с нами, культурного просветительского толка. И вот он, как говорится, предложил, мы согласились, соответственно. То есть совместно мы пришли к такому мнению, что было бы, наверное, правильно провести одно из мероприятий, международную научную конференцию, в стенах этого храма. И эта конференция была проведена. Количество участников здесь указано, превысило не 1 десяток участников. Это были представители научного сообщества молдавского, регионального, российского, украинского, Болгария. То есть там было представлено международное сообщество гагаузоведов, которые выступили со своими статьями, предоставили статьи для публикации. И здесь же, в этом же, как говорится, месте, спустя месяц была проведена другая конференция, посвященная развитию религиозной жизни Молдовы в 19-20 веках. И это 21. И это было актуально, то есть перекликалось с теми темами, что были озвучены на конференции, посвященной памяти Чекира в 2021 году в городе Кишиневе. Организаторы этой второй конференции Октябрьской, на титульной странице как раз отображено, октябрь 2021 года, второе мероприятие, которую курировал уже непосредственно Молдавский госуниверситет, предложили выпустить совместный сборник. Конечно, для нас это была честь, и мы рады, что мы для них оказали честь, что национальное научное сообщество республиканского международного уровня, как говорится, выразили заинтересованность и респект в отношении нашей среды и научной среды. И достойное сотрудничество получилось. В результате этого сотрудничества мы его видим здесь. Это солидный такой сборник статей и материалов этих двух конференций. Издан он на языках, на которых были эти выступления. Это и русские, и болгарские, и гагаузские, и молдавские, и английские языки. То есть любой желающий может ознакомиться с этими уникальными статьями. Чем они уникальны? Тем, что темы довольно-таки специфичные, и встретить их в отдельном месте, собранными вместе, очень сложно. Это в разных частях можно найти в библиотеках, в архивах, в каких-то носителях современных сайтах, на современных сайтах, акцентированных на науку. Но, как говорится, найти в одном месте, кроме этого сборника, их невозможно. И вот этот сборник, он получился довольно-таки солидным. Его редактор, господин Гуменный, сегодня он был и представил этот сборник. Работа была проделана кропотливая, велась она 1,5 года. Весной этого года сборник увидел свет. Представлен широкой публике официально. Он был в таком масштабе впервые здесь, на сегодняшнем нашем мероприятии, за что мы благодарны нашим партнерам с Кишинева, что они это сделали. Нашли средства с фондов, это не из нашего бюджета был издан сборник, и стал достоянием, как говорится, общественности, широкого круга читателей. Да, и еще одна помощь научным деятелям, которые Совершенно занимаются этими исследованиями. Да, да. Мои коллеги показывают, что у нас совсем не осталось времени, но да, не могу вам не задать вопрос, что сегодняшняя конференция имела задачу просветительского характера. И, на ваш взгляд, удалось ли вам достичь этой цели?
Это должны, конечно, сказать, как говорится, оценить со стороны те, кто были гостями нашего мероприятия, те, кто пришли послушать, посмотреть. На мой взгляд, да, удалось. Почему? Потому что сочетание двух таких факторов, как союз ученых и клира церковного, это вообще, как говорится, довольно-таки редкое сочетание. Но тут оно имеет, мне кажется, свою продуктивность, точек соприкосновения много. Есть совместные проекты, которые уже реализованы, и сегодня обсуждались планы о том, что как продолжить дальше это сотрудничество во благо общества, во благо гагаузского народа, молдавского народа, во благо процветания и мира. Спасибо вам, Виталий. Спасибо. Благодарим вас за участие в нашей программе. Конечно же, успехов в вашей дальнейшей работе, чтобы все планы, которые вы сегодня наметили на этом форуме, и не только, они все осуществились. Дай Бог. Спасибо. Спасибо. Гагаузия Gün Gündem программасы yetiştik endi sonuna. Siz kalın bizimle GRT kanalında.